Добрый вечер. Сегодня 573-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Третий день гражданской блокады проходит спокойно. Количество грузовиков на административных пунктах сократилось. Чаплынку за полчаса покинуло около 20 фур, сообщает наш корреспондент Шевкет Наматулаев. Остается там не более 50 машин. Уехали фуры со скоропортящимися продуктами, комбикормом, газобетоном. На Каланчике порядка 40 машин. На пункте Чонгар фур по-прежнему нет. Обстановка спокойная. А вот крымские представители ФСБ говорят, что на границе с Крымом ситуация на грани бунта. В сообщении пограничного управления Федеральной службы безопасности по Крыму отмечается, на сопредельной территории среди водителей фур зреет бунт, потому что продукты портятся. В пограничном управлении подтвердили, что в настоящее время грузовых автомобилей, следующих в Крым из Украины, нету. Президент Украины Петр Порошенко назвал блокаду Крыма акцией общественных активистов и заявил, что ее цель – восстановление государственного суверенитета над полуостровом. Глава государства подтвердил, что украинские пограничники и сотрудники МВД получили приказ обеспечивать правопорядок во избежание провокаций. А на встрече с Мустафой Джемилевым Порошенко заявил, что не будет препятствовать праву крымских татар на волеизъявление. Кому нужна блокада полуострова? Выгоден ли законопроект о свободной экономической зоне Крым в нынешних реалиях? Мнение экспертов, политиков и крымчан, которые сейчас живут в Украине, в нашем сюжете, который готовится к эфиру. К другим новостям. В суде по делу Таира Смедляева объявили перерыв до 14 октября. Сегодня в Армянске состоялось 6-е судебное заседание. Таира Смедляева, который принимал участие во встрече экс-главы Меджлиса кымско-татарского народа Мустафы Джемилева прошлого года 3 мая в Армянске, арестовали 22 октября. 11 декабря ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на поручительство. Таиру Смедляеву грозит до 5 лет лишения свободы. Сегодня, в принципе, должны были заслушать одного из свидетелей, который не явился. Потом прокурор объявил ходатайство о том, что Таир, оказывается, занимается экстремистской деятельностью, популяризирует Украину и народных депутатов Украины Мустафу Джемилева и Рифата Чубарова. В общем, что его необходимо изолировать от общества и предотвратить эту противозаконную деятельность. Но никаких доказательств обвинения не было. И судья ходатайство прокурора отклонил. Центральный районный суд Симферополя продлил срок содержания под стражей для экс-руководителя предприятия «Крымавтотранс» Владислава Грицака до 2 декабря. Суд согласился с прокурором, который настаивал на продлении содержания под стражей. По словам адвоката Грицака Романа Булисова, в процессе допустили грубые нарушения законодательства России. Владислава Грицака подозревают в злоупотреблении служебным положением. Речь идет о беспрецедентном заеме беспроцентном заеме на 8,5 миллионов рублей, который Грицак якобы предоставил компании, связанной с ним. Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Поскольку у нас Министерство транспорта является публичной организацией по всему законодательству Российской Федерации, а также есть письма Минфина Российской Федерации о том, что министерство не может быть признаваться ни потерпевшим, ни гражданским истцом, ни заявлять гражданские иски. То есть по законодательству все это запрещено. Однако суд почему-то посчитал, скажем так, о том, что представитель Министерства транспорта будет представлять интересы компании «Крымавтотранс». Мы сегодня пытались достучаться, не достучались. Попробуем достучаться в Верховный суд Крыма. И подадим жалобы на действия именно суда, на его постановление, и будем обжаловать бесспорно. Отставки единороссов Алуштинского горсовета требовали члены местной ячейки Компартии. Местные депутаты 1 августа подняли тарифы ЖКХ в 3 раза. Горожане недовольны. Все подробности в сюжете. Единороссов регионалов в отставку. Троекратному повышению тарифов ЖКХ нет.
Власти игнорируют мнение жителей города. С такими лозунгами члены алуштинской ячейки КПРФ пикетировали местный горсовет. Люди недовольны новыми тарифами ЖКХ, установленными депутатами 1 августа. Они выше прежних в 3 раза. Сетуют, теперь за 1 квадратный метр придется оплатить 19 рублей. В итоге, например, если площадь квартиры 50 квадратных метров, то за нее придется выложить почти 1000 рублей в месяц. А если учитывать, что многие пенсионеры получают пенсию 7-8 тысяч рублей в месяц, то для них это неподъемная сумма. Также, отмечают митингующие, цены повысились, а качество обслуживания осталось на прежнем уровне. Сегодня власти Алушты решили на такси ездить в будущем, повысив тарифы в 3 раза. Я как имею информацию, что 18-19 рублей в Москве квартплата квадратный метр стоит, и в Санкт-Петербурге. В целом по России это 11-12 рублей. Есть 6 рублей, 7, во всех регионах по-разному. Откуда взялись, что 19 рублей в Алуште должны платить? Я вообще понятия из потолка взяли или просто так. И так далее. Поэтому вот люди собрались. Сегодня называется наша акция «Остановим социальные бомбардировки населения». Это касается не только ЖКХ, это касается падения уровня жизни, повышения цен на продукты и так далее, и так далее. За час до начала митинга горсовет Алушты закрылся. Митингующие шутят. Видимо, депутаты боятся штурма пенсионеров. Некоторые из митингующих отмечают, власть в марте прошлого года в Алуште сменилась, а люди остались те же. Они требуют их отставки. Кормушку сделали новую, а свиньи те же остались. И что вы можете сделать? Можете рассказать? Если в регионах они... В Батькивщине они были, в регионах они были. В конце митинга коммунисты Алушты написали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на их проблемы. Лилия Абкеримова, Реза Бахчисарайлы, Заман, АТР. Министерство информационной политики Украины презентовало радио «Крым Реалии», совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. После 6 месяцев разработок впервые проект «Радио Крым Реалии» вышел в эфир вчера утром. Его можно слушать в Крыму на средних волнах на частоте 549 кГц. На полуострове с понедельника по пятницу радиоволны будут доступны для крымчан дважды в день – в 8:35 и в 18:30. Мы противодействуем уничтожению свободы слова в Крыму. Мы это делаем для того, чтобы жители Крыма имели полный доступ к информации с материка. Только на средних волнах возможно радиовещание в Крыму. FM-вещание невозможно, оно не добивает, в общем-то, до значимых регионов. И здесь мы можем обеспечить 70% охвата території. Ми розуміємо, що не всі знають, що там відбувається в Криму. Тому ми робимо наші програми для кримчан про Крим. Що там відбувається, ми їм розповідаємо. Ми розповідаємо їм, що відбувається в Україні насправді. І ми розповідаємо їм, що відбувається насправді в Російській Федерації. В Мекке произошла очередная трагедия. Паломники не успели оправиться от недавнего ЧП, когда подъемный кран, который упал на мечеть, унес более сотни жизней. Этой ночью покой паломников потревожили оползни. В результате 2 погибших. Многие паломники еще находятся под завалами, сообщает Франс Пресс. Спасательные работы продолжаются. В России многоэтажный дом затопило кипятком. Прорыв магистральной трубы парового отопления произошел в столице Хакасии, городе Абакан. Об этом свидетельствует видеоролик, размещенный очевидцами в YouTube. Огромный столб кипятка снес припаркованный автомобиль, разбил окна. Струи воды достигли крыши. Информации о пострадавших нет. Американская корпорация Apple планирует запустить в производство свой первый электромобиль до 2019 года. Проект получил кодовое название «Титан». Над его реализацией будут работать 1800 человек. Некоторые СМИ пишут, что компания не планирует делать свой первый электрокар полностью автономным. Кроме того, типом кузова будущего электромобиля рассматривается минивэн, передает Лента.ру.
Микрорайону компактного проживания Акмечеть 25 лет. Четверть века назад крымские татары начали массово возвращаться на свою историческую родину. Симферопольская власть именно здесь впервые официально выделила 500 участков под индивидуальное жилье. Тогда здесь не было ни этих улиц, ни этих домов. 25 лет прошли как одно мгновение, вспоминают местные жители. За это время здесь выросло не одно поколение. Зарема Немитулаева вместе с родителями вернулась в Крым в 90-м. Ее свадьба была первой в новом поселке. Сейчас у нее 4 детей. Как сейчас помню, в начале свадьбы был свет. К середине вечера выключили. Очень много людей бегали, чтобы свет снова включили. Ну а потом через какое-то время сделали, дали. Тогда холодно было. Этот камень как стимул строительства будущей школы установили здесь ровно 15 лет назад. С тех пор здесь ничего не изменилось, кроме участка, на котором должны были строить. Он за эти годы стал меньше. Меняется власть, меняются люди, но никаких продвижений нет. Вот как мы жили без дорог, как не было у нас школы и детского сада, и не знаю, когда мы это увидим. На праздник в основном собрались мамочки с детьми. Можно было увидеть и старшее поколение. Но вот массовости, как, например, на праздновании 25 лет микрорайона Фонтаны, не получилось. Немножко, знаете, на душе больно. То, что мы 20 с лишним лет, 25 лет прожив здесь и в Украине, даже не будем подчеркивать, что мы жили в Украине или где-то. Мы жили и в Азии, и здесь. У нас никаких проблем не было вот по поводу вот этого ограждения. Это сегодня людей очень сильно задело, и они, некоторые оскорбленные ушли. Кроме этого, во время праздничной концертной программы несколько раз выключали электричество. Организаторам пришлось срочно искать альтернативный источник энергии. Была организована концертная программа. Для гостей пел известный крымтатарский певец Эдип Асанов. Организаторы отдельно наградили активистов микрорайона, тех людей, с помощью которых благоустраивался поселок. Отметили многодетных матерей и раздали подарки детям. Энвер Аблязизов, Арсен Умеров, Заман, АТР. Ранее проанонсированный сюжет с мнением экспертов и политиков о блокаде Крыма готов к эфиру. Гражданская блокада Крыма медленно, но уверенно достигает своих целей. И необходимо продолжать выстраивать стратегию по деоккупации Крыма. Такое мнение выразил депутат фракции «Народный фронт» Георгий Лагвинский. Но ни в коем случае недопустимо несколько вещей. Каким бы методом мы ни пошли. Это невозможно вести взаимоотношения с оккупантом. У нас есть, к сожалению, факты, информация о том, что наши продукты поставляются армии, поставляются незаконным органам. Это недопустимо. Также мы владеем информацией по поводу того, что мост, который сегодня строится в Крыму, строится украинской компанией. Кроме того, Лагвинский считает, что законопроект о свободной экономической зоне Крым решил много проблем с одной стороны, но с другой стороны требует корректировки. Член Надсовета по телевидению и радиовещанию Украины Сергей Костинский поддерживает организаторов акции и говорит, что блокада должна носить длительный характер. Если уже начали это делать, значит надо делать, и надо, чтобы эта блокада была успешной, чтобы по ее реализации были достигнуты изменения в государственной политике и были достигнуты решения по освобождению политических заключенных. Виноделы выступают против блокады полуострова. Директор Ассоциации виноградарей и винодела Украины Сергей Михайличко уверен, эта акция нанесет мощный удар по сельскому хозяйству Херсонской и Николаевских областей. По его мнению, после аннексии Крыма простым фермерам не было предложено альтернативы, кроме как и дальше продавать свой товар на полуостров. Мы против блокады в том виде, который она сейчас происходит. Бесполезно такими способами давить на, так сказать, политику России, пытаться ее таким образом поменять. Потери в Крыму – это прежде всего то, что люди потеряют на своих деньгах. Мнения крымчан, живущих в Украине, разделились. Положительно. Я сам из Крыма, я доволен того, что уже заблокировали. Конечно, против того, потому что люди, у меня бабушка, которой 88 лет, она хочет кушать, она хочет пойти в магазин, что купить какие-то продукты и все остальное, правильно? В Министерстве экономики и торговли Украины ситуацию пока не прокомментировали. Лиля Зинедин, Олег Козыкин, Заман, АТР. На этом пока все. Следующий выпуск «Заман» в 21:30. Всего доброго.